Савана Хондеданохат. В предыдущих выпусках мы с вами рассмотрели несколько бурятских пословиц, смысл которых, мягко говоря, на первый взгляд не очевиден. Но не менее интересны и бурятские загадки. Давайте одну из них рассмотрим. Итак, друзья, дыры дора, дымы бышек. Давайте разберем эту загадку. Дыры – это у нас существительное со значением подушка. Дора – это так называемый послелог. То есть, если в русском языке мы имеем предлоги, то есть часть речи, которая стоит перед существительным, то в бурятском языке мы имеем послелоги, та часть речи, которая стоит после существительного. Дора имеет значение под, соответственно, дыры дора под подушкой. Дальше. Дымы. Дымы означает вздор или вздорный. Бышик – это письмо. Соответственно, все вместе под подушкой вздорное письмо. Друзья, не буду вас томить и сразу дам ответ на эту загадку. Ответ звучит так. Зудом. Зудом – это по-бурятски сон. Теперь давайте мы с вами проанализируем эту загадку и поймем, какой в ней заложен смысл. Для начала нам нужно понять, почему же все-таки бышик, то есть письмо. Ну, что такое письмо? Письмо – это носитель информации, предназначенный для адресата. Соответственно, во сне мы с вами получаем информацию, именно поэтому выбран образ письма. Но почему же дымы или вздорные? Дело в том, что во сне наши привычные органы чувств, зрение, слух и так далее не работают, наше сознание отдыхает, и информацию мы воспринимаем своей первоначальной сутью, то есть душой или подсознанием. Поэтому, когда мы утром просыпаемся и пытаемся с помощью нашей головы понять смысл увиденного, то получается какой-то вздор. Вообще наша голова – это такой достаточно ограниченный инструмент восприятия мира. Есть даже такая поговорка: самый главный враг человека – это мысль. Поскольку задача головы – обеспечить выживание нашего физического тела, и желательно в комфортных условиях. А первоначальная суть человека – это душа, у нее другие интересы. Эти интересы головы и души зачастую входят в противоречие, и поэтому говорят, что главный враг человека – это мысль. Собственно, в бурятском мировоззрении это подтверждается тем, что возраст человека отсчитывается не с момента его рождения, то есть с момента появления его физического тела на этом свете, а с момента его зачатия, то есть с того момента, с которого душа пришла в этот мир, с того момента, во время которого еще ни о какой физической оболочке не идет речи, с момента зачатия человека. Таким образом, человек – это душа, а не тело. Душа обретает физическую оболочку, со временем ее оставляет и продолжает свое вечное существование. Ну, это так, небольшое отвлечение. Теперь, друзья, нам осталось понять, откуда это письмо приходит. И здесь мы встречаемся с хорошо известным нам понятием вещий сон. То есть вещий сон – это письмо из будущего, соответственно, мы получаем эти письма из будущего. Но как можно получить письмо из будущего, если его не существует? Во всяком случае, мы привыкли к тому, что будущего не существует. Но на самом деле в бурятском мировоззрении будущее – это такая же реальность, как настоящее. Не случайно даже в исконном бурятском языке, не в современном, а в исконном бурятском языке не было отдельного будущего времени. То есть будущее – это такая же реальность, как настоящее, соответственно, форма глагола, заканчивающаяся на но, не – это форма настоящего будущего времени. Я об этом рассказывал в одном из своих видео, ссылку оставлю в закрепленном комментарии.
И еще один момент. Все-таки язык – это носитель мировоззрения, и если внимательно к нему относиться, то из определенных его элементов можно делать глобальные выводы. Например, будущее по-бурятски будет «ередуй». «Ередуй» – это у нас составное слово, которое состоит из двух частей. Вот это «ере» – это у нас причастие, образованное от глагола, глагольной основы «ер» со значением «приходить». А вот эта частица «дуй» – это отрицательная частица, которая имеет, соответственно, отрицательное значение. В современном бурятском языке она используется редко, чаще используется вот эта частица «гуй», которая, в свою очередь, произошла от хорошо известного нам слова «увы». Итак, «ередуй» – это по-бурятски будущее, но буквально это слово можно перевести как «то, что еще не пришло». То есть прийти или не прийти может только то, что уже реально существует. Соответственно, в бурятском мировоззрении будущее уже реально существует. Другое дело, что мы не можем его увидеть своими привычными органами чувств. Но зато мы можем увидеть его своим изначальным содержанием, своей душой или подсознанием, что мы делаем во сне. Но отдельные люди умеют делать это инициативно. Но это отдельная тема. Итак, друзья, мы с вами рассмотрели короткую бурятскую загадку, на основе анализа которой можно сделать достаточно глобальные выводы. Но основной вывод, как всегда, я приберег напоследок. Получается как? Будущее уже существует, но это не значит, что на него нельзя влиять. То есть просто на каждый конкретный момент времени у нас есть определенная конкретная картина будущего, которая складывается, исходя даже больше не из наших поступков, а из наших чувств, из нашего восприятия окружающего мира. Соответственно, если наши чувства, наше восприятие улучшается, то улучшается и наша картина мира. Чем светлее наши чувства и восприятие, тем светлее наша не картина мира, а картина будущего. Друзья, давайте улучшать свое будущее. В этом вам поможет бурятский язык. Осваивайте его. Дахин лазатра. Варьте.